الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Альхамдулиллах, пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек, который придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы мы увидели эту награду на наших весах. Дай Аллах, чтобы те знания, которые мы с вами изучаем, они принесли нам пользу, как в этом мире, и также в ахирате, и свидетельствовали за нас в судный день. По милости Аллаха мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня с вами поговорим о суре Баййина. То есть это сура 98-я, и Аллах субханаху ва тааля ниспослал ее для того, чтобы мы лучше осознали, что ждет тех, которые уверовали, и тех, которые не уверовали, и в чем их отличие. Почему? Потому что аль-баййина это переводится как ясное знамение. И наш Господь Аллах субханаху ва тааля начинает со слов: а'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. То есть не были те, которые стали неверующими из числа людей Писания или многобожников, расставшимися со своим неверием, только как после того, как пришло к ним ясное знамение. Мы знаем то, что Ахлюль Китаб это кто? Это яхуды и насара. То есть яхуды это те люди, у которых были знания. Были знания. И как Аллах субханаху ва тааля описал их в суре Бакара, 146 аяте: «Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум». То есть те, которым пришла книга, то есть мы знаем то, что к евреям и к христианам были ниспосланы пророки. К ним был ниспослан шариат. Но евреи, иудеи, они что сделали? Они не подчинились приказу Аллаха. А христиане наоборот, они потеряли свою религию. И мы с вами каждый день читаем «Гайриль магдуби алейхим валаддаллин». То есть «Гайриль магдуби алейхим» на тех, на кого пал гнев Аллаха. Почему? Потому что они знали, вот здесь Аллах субханаху ва тааля описывает, они знали качество пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям как? Как они его знали? Так же, как они знали своих детей. Смотрите, какое сравнение. Аллах субханаху ва тааля сравнивает. Но несмотря на это, они что сделали? Они не подчинились. И мы знаем историю, когда евреи жили с арабами в Медине, раньше она называлась Ясриб, да, то евреи пугали арабов. То есть там было такие больших два племени, Аус и Хазрач. И когда среди них возникал конфликт,
они пугали. Евреи говорили: вот, скоро должен прийти пророк, и тогда мы вас уничтожим. То есть и вот так они ждали его прихода. Ждали. И Аус и Хазрач, то есть два больших племени арабских, они тоже думали, кто это? Кто? И Аллах Субханаху ва Та'аля, когда отправил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с ясными знамениями, то они что сделали? Они не подчинились, они не уверовали. И Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Расулум мин Аллахи ятлю сухуфа мутаххара». Расуль, то есть посланник от кого? От Аллаха, который что делает? Читает им очищенные свитки. Очищенные свитки, что это такое? Это Коран. Коран, слова Аллаха, в котором нету даже малейшего искажения. Малейшего искажения. И мы должны до конца своих дней, минут верить, быть убежденными, то, что это слова Аллаха. И Аллах Субханаху ва Та'аля обещает то, что Он сохранит эти слова до судного дня. И мы, мусульмане, веря вот в эти слова, должны по ним жить. По ним жить. И, смотрите, мы не видели пророка. Мы не смогли его увидеть. Мы не слышали его речь. Но до нас, альхамдулилля, дошли его слова. Дошли слова Аллаха Субханаху ва Та'аля. И Аллах даровал нам эту религию. Не мы заработали ее. Нет. Именно Аллах Субханаху ва Та'аля дал нам этот подарок, эту веру. Из-за этого мы, будучи мусульманами, должны ее ценить, бережно относиться, хранить ее. И, конечно же, читая слова Аллаха, изучая высказывания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны приближаться, больше любить Аллаха Субханаху ва Та'аля. И поклонение, которое мы с вами совершаем каждый день, оно должно оставлять в нашем сердце след. Оно должно нас отдалять от греховных поступков. И если же мы не замечаем этого, не отдаляемся от греховных поступков и не замечаем след от нашего поклонения, то нам стоит задуматься, изучить, посмотреть. Значит, я что-то делаю не так. И Аллах Субханаху ва Та'аля дальше говорит: «Фиха кутубун кайима». Вот в этих очищенных свитках Писания, в которых только истина, и нету никаких искажений, ошибок. Из-за этого, если посмотреть на историю до нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сколько было пророков, сколько было посланников, и ни один из них не переходил, кроме как только, чтобы мы и их народ уверовали в единого Аллаха. Единого Аллаха. И когда человек говорит «Ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулуллах», то, что нет божества
достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб и посланник, мы становимся мусульманами. Если посмотреть на другие конвенции, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к благоразумию, к поддерживанию родственных связей, к терпению, к щедрости, они это все принимают. Абсолютно все. Но единственное, что они не принимают, это поклонение единственному Аллаху. Вот что нас отличает. Из-за этого мы, будучи мусульманами и живя вот в этом мире, должны, во-первых, просить у Аллаха, чтобы Он укрепил нас на этой религии, как это делал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говоря: «Я мукаллибаль кулюб, саббит кальби аля диник». О, переворачивай сердца, укрепи меня, мое сердце на этой религии. Это в первую очередь. И во-вторых, мы должны просить Аллаха, чтобы Он нас отдалил от самого большого греха. Это что? Это ширк. Это многобожие. И мы знаем, наш злейший враг, шайтан, иблис, он не дремлет. Он постоянно работает, призывает, пытается нас сбить. И мы должны быть всегда начеку. Мы должны быть готовы противостоять ему, бороться с ним. И альхамдулилля, на сегодняшний день у нас очень много возможностей изучать нашу религию, получать знания, поклоняться единственному Аллаху и, конечно же, обращаться к Нему. Потому что двери Аллаха, то есть дуа, всегда открыты. Обращайся, проси, потому что вера, иман является самым сильным, самым большим богатством, которое есть у нас. А самым сильным оружием является дуа. Из-за этого мы должны это использовать. И Аллах субханаху ва тааля дальше говорит: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. И не разделились те, которым было дано Писание, только после того, как пришло к ним ясное знамение. И подтверждая этот аят, Аллах субханаху ва тааля в суре Бакара в 89 аяте говорит: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. То есть, смотрите, как мы уже сказали, яхуды, они ждали прихода нашего любимого пророка. Они знали его и готовились к этому. Но когда к ним пришло ясное знамение, когда пришел к ним пророк с книгой от Аллаха, они что сделали? Они отвернулись. Они отвернулись, они предали, и они не подчинились приказу Аллаха. Смотрите, из-за чего? Что им помешало? Им помешало высокомерие. Высокомерие, зависть. Да, это естественная вещь, но мы должны понимать, высокомерие или зависть в делах религии не должно быть. Да,
Это и в других делах не должно быть, но именно вот здесь оно не должно быть вообще. И они не подчинились. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля их проклял. Как мы уже сказали в суре Фатиха, да, «Гайр аль-магдуби алейхим». На них пал гнев Аллаха. И также на насара, на христиан тоже пал гнев Аллаха. Почему? Потому что они потеряли, не сохранили свою религию, не изучали ее, не записывали. Из-за этого пусть каждый из нас благодарит Аллаха за то, что Он имеет. То есть это вера. Благодарит Аллаха за то, что у него есть возможность изучать эту религию, поклоняться единственному Аллаху, потому что мы знаем, все, что с нами происходит, все, что мы имеем, это нам дает Аллах. Это милость по отношению к нам от нашего Господа. И если человек не будет благодарен, и если он не будет достоин своей религии, то пусть Аллах упасет нас от этого. Он может то, что мы имеем, забрать. И это очень страшно. Потерять то, что ты имеешь. Религию, веру. Вот это очень страшно и опасно. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? «Я юхаллазина аману аттакуллаха хакка тукатихи, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». То есть, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом. Как это? Как это должным образом? Это подчиняясь Его приказам и остерегаясь Его запретов. Именно остерегаться Его запретов. Как, например, Аллах Субханаху ва Тааля что говорит насчет зина? «Ля такрабу зина». Он не говорит то, что не совершай зина. Аллах Субханаху ва Тааля не так говорит. Он говорит, даже не приближайся к этому. Почему? Потому что если человек сделает один шаг, то все. Он, получается, приоткрыл дверь. И вот этой возможностью шайтан может воспользоваться. Из-за этого мы должны стараться, стремиться и, конечно же, обращаться к Аллаху, чтобы Он нас укрепил на этой религии. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лахуддин, хунафаа ва юқиму ссалата ва ю'ту закah, ва залика динул каййима». Смотрите, и не было повелено им, кроме того, чтобы они поклонялись единственному Аллаху, делая исключительным для Него, будучи единобожниками и совершая молитву и давая закат. Смотрите. Недостаточно просто уверовать. Это первый шаг. То есть мы знаем, чтобы стать мусульманином, чтобы принять ислам, человек должен в первую очередь он уверовать. То, что Аллах Он есть, то, что Он единственный. Да, мы должны уверовать. Но как многие говорят, все, это для меня достаточно, я верю и все. Нет, недостаточно. Нет. Мы должны сказать, ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Ну, смотря на этот аят, мы понимаем то, что и сказав эти слова, мы должны доказать. Потому что мы знаем, язык он без костей.
все, что хочешь, скажет. Ну ты докажи, покажи. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля нам приказывает: читайте намаз. Почему? Потому что это одно из столпов ислама. Это то, за что будет человек в первую очередь спрошен в судный день. И именно намаз указывает то, что ты мусульманин. Именно намаз, молитва укрепляет нас, приближает нас к Аллаху Субханаху ва Тааля. И именно вот в этом поклонении мы можем обращаться к Аллаху. Из-за этого, читая намаз, а мы каждый день читаем его, альхамдулилля. Но есть одно но. Читая этот намаз, бывает такое, то, что мы относимся к нему беспечно. Беспечно. Почему? Потому что думаем то, что ну ладно уж, прочитал. Кто-то, может, читает его уже ближе к, когда время выходит. Кто-то читает дома и оставляет джамаат намаз. Кто-то читает, но даже не понимает, что он делает. Как только сказал Аллаху Акбар, все, решает свои вопросы. Из-за этого каждый из нас пусть посмотрит, обратит внимание, как он читает свой намаз. Почему? Потому что это никому не надо. Ни Аллаху, ни пророку Мухаммаду, никому, кроме как только тебе. Это твой намаз. Обрати на него внимание. Прочитай его достойным образом и получи за нее наивысшую награду. И выплачивай обязательная садака. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля проявляет милость кому? К бедным, фукара, валь-масакин. И человек, когда Аллах Субханаху ва Тааля дал ему возможность заработать, он должен поблагодарить Аллаха. Он должен показать то, что да, ты дал мне эту возможность. Да, я заработал, и я благодарю тебя. И выплачивай закат. Но на сегодняшний день многие не обращают на это внимания. Многие не задумываются. А мы знаем, то, что в судный день человек не сдвинется с места, пока не ответит, откуда и как он заработал и на что он потратил. Из-за этого пусть каждый из нас задумается об этом тоже. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Поистине те, которые стали неверующими из числа людей Писания и многобожников, будут вечно в огне. Смотрите, что их ждет. Что их ждет? Не просто какое-то временное, а именно вечное.
вечное наказание в гиене, то есть в аду. И пусть Аллах упасет нас от этого. Пусть Аллах убережет нас от этого. Пусть Аллах укрепит нас на том пути, на котором мы сейчас с вами находимся. И мы постоянно должны это просить. Почему? Потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек будет всю жизнь поклоняться Аллаху, и когда уже ему останется всего лишь чуть-чуть его жизни, всего лишь чуть-чуть, то он совершит такое дело, которое введет его в адский огонь. И также наоборот. Человек будет всю жизнь совершать грехи, ослушаться приказов Аллаха. И когда ему останется всего лишь чуть-чуть до смерти, то он совершит дело, которое ведет его в рай. И посмотрите, вспомните сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в 6 году по хиджре, когда мусульмане пошли на Хайбар, то из этой крепости вышел один человек. Он подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я принимаю ислам. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. И не читая даже одного намаза, Аллах субханаху ва тааля сделал его обитателем рая. Он погиб в этой битве. Видите? То есть милость Аллаха, она велика. Но также наказание Аллаха тоже велико. И то, что мы, мусульмане, то, что мы читаем намаз, иншаллах, пусть Аллах даст нам возможность поститься в месяц Рамадан. Кто-то дает садака, кто-то совершает хадж, умру. Это все, альхамдулилля, хорошо. Но у нас нету гарантийного билета, то, что мы попадем в рай. Из-за этого нам не стоит расслабляться. Еще не пришло это время. Но, к сожалению, многие мусульмане на сегодняшний день очень халатно относятся к этому. И на сегодняшний день мы видим, с нами в одном ряду стояли люди, наши братья. Но по какой-то причине Аллах субханаху ва тааля забрал у него веру. Он перестал читать намаз. Он перестал читать Коран. И самое страшное, он перестал поклоняться единственному Аллаху субханаху ва тааля. Все. Из-за этого пусть каждый из нас задумается и готовится к встрече с Аллахом. И про этих людей, которые не уверовали в Аллаха, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Улаика хум шарруль бария». И поясни, эти те, которые из худших творений, самые худшие, которые могут быть на этой земле. Из-за этого пусть Аллах упасет нас от этого. И дальше Аллах субханаху ва тааля показывает, радует тех, которые уверовали в Аллаха, подчинились Его приказам и оставили Его запреты. «Инна аллазина аману ва амилу ссалихати улаика хум хайруль бария».
Посмотрите, какое сравнение. Те, которые уверовали, и, как я уже сказал, уверовали, и те, которые поклоняются, совершают благие дела, уляикахум, поистине они хайруль бария, наилучшие творения. И вот здесь Абу Хурайра и другие сказали то, что, исходя из этого аята, верующие, они даже лучше, чем ангелы. Из этого дай Аллах, чтобы мы были сильны, были крепки на этом пути до конца наших дней, поклонялись единственному Аллаху и умерли, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». И дальше Аллах Субханаху ва Тааля показывает нам, потому что мы так созданы. Нам не просто достаточно, вот, поклоняйся Аллаху, и ты будешь радоваться. Нет. Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Джазаухум инда раббихим джаннат». И воздаяние им, то есть тем, которые уверовали, у их Господа сады. Не просто один сад. Сады. Аднин таджри мин тахтиха аль-анхар, халидина фиха абада. Сады, под которыми текут реки. И эти верующие пребудут там вечно. И смотрите, да, на сегодняшний день поклоняться Аллаху нелегко. Нелегко. Потому что есть возможность подчиниться своим страстям. Пусть это будет как материальные, так и духовные, физические. Есть столько искушений, которые мы сегодня видим. Но смотрите, читая вот этот аят, мы должны стремиться, ждать этого момента, скучать по этому моменту. И, конечно же, еще больше совершать поклонение. Почему? Потому что, иншаллах, нас ждут сады, в которых мы пребудем вечно. Иншаллах. Радияллаху анхум ва раду ань. И Аллах, Субханаху ва Тааля, тот, который создал вот этот мир, тот, кому все, что находится вокруг нас, подчиняется, Он доволен ими. То есть кем? Теми, которые подчиняются приказам Аллаха и остерегаются Его запретов. Из-за этого, братья, просите у Аллаха, чтобы Он был доволен нами. Просите у Аллаха, чтобы мы оказались из числа тех, которыми Он доволен. Вараду ан. И просите у Аллаха, чтобы мы были из числа тех, которые довольны им. То есть чем? Теми благами, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам дал. Посмотрите.
На сегодняшний день многие из нас не задумываются, забывают, не замечают тех благ, которые у нас есть. И мы стремимся куда? Мы, смотря на тех, кто находится выше нас положением вот в этом мире, кто-то богаче, у кого-то лучше машина, кто-то куда-то ездит на какие-то поездки, он стремится туда. Он не замечает то, что у него есть. И он разными путями хочет достичь тех высот. А надо нам это. Лучше посмотри, кто ниже тебя. И ты увидишь, сколько у тебя благ, что ты имеешь. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда мы начнем благодарить за те блага, которые мы имеем, Он нам воздаст еще больше, как в этом мире, так и в ахирате. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. И это все для тех, кто боялся своего Господа. И смотрите, есть три степени веры. Первое — это что? Ислам. Второе — иман. И третье — ихсан. Что такое ихсан? Это то, что мы поклоняемся Аллаху, как будто Он нас видит. Посмотрите. Посмотрите. Ты стоишь перед Аллахом, поклоняешься Ему, и Он тебя видит. Но многие из нас, когда достигает дело до греховного, он забывает об этом. Забывает то, что Аллах Субханаху ва Тааля видит его, слышит его, знает его положение. Человек стесняется перед другим человеком, совершит какой-то грех, он стесняется. Но когда он остается один, он не стесняется того, кто выше этих людей, Господа людей, царя людей. Он не стесняется, он забывает. Из-за этого просите у Аллаха, чтобы мы всегда помнили то, что Аллах Субханаху ва Тааля нас видит. Он нас слышит. И просите у Аллаха, чтобы Он нас укрепил на этом пути. Потому что наш злейший враг не дремлет. Он всегда готов, ждет нас, как вот чуть-чуть, если мы только подскользнемся, ошибемся, сразу схватить, сразу воспользоваться этим моментом. Из-за этого пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам те грехи, которые мы совершили, знаючи и не зная этого. Пусть Аллах умертвит нас, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах». В судный день сделать так, чтобы мы получили книгу деяний с правой стороны, чтобы мы прилетели с сират со скоростью молнии, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля позволил нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, свидетельствовать за нас, испить из его рук. И самое главное, чтобы он
сделал нас вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в райских садах. Фирдаус. Субханаллаху бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله